И сегодня Бог все еще задает нам, как церкви, вопрос. Un Dievs šodien, kā mums, kā draudzē, uzdod jautājumu. Чьим словам поверишь ты? Kura vārdiem noticēsi tu? Потому что в зависимости от того, чьим словам ты поверишь, Tāpēc, ka no tā, kura vārdiem tu noticēsi, так ты и будешь жить, так ты и будешь действовать и поступать. tā tu arī dzīvosi, tā tu rīkosies un darīsies. Потому что все происходит по вере, друзья. Tāpēc, ka viss notiek pēc ticības. Мы делаем иногда не то, что провозглашаем, Mēs darām citreiz ne to, ko mēs pasludinām, а то, во что реально верим. bet reāli to, kam ticam. То мы делаем в своей жизни. To mēs darām savā dzīvē. Любой человек, абсолютно любой, который злоупотребляет алкоголем, Jebkurš cilvēks, kurš pielieto alkoholu, это просто как пример. tas ir vienkārši kā piemērs. Он знает, что это плохо, Viņš zina, ka tas ir slikti, но делает. bet dara. Почему? Kāpēc? Потому что верит, Tāpēc, ka tic, что алкоголь принесет, там, не знаю, кому что, кому облегчение, кому наслаждение, неважно. viņš tic, ka alkohols atnesīs kādu atvieglojumu vai baudu, nu vienalga. Поэтому мы делаем в своей жизни, друзья, не то, что знаем, а то, во что реально верим. Tāpēc, draugi, mēs nedarām savā dzīvē to, ko mēs zinām, bet reāli to, kam ticam. Почему одни люди жертвенные, другие скупые, жадные? Kāpēc vieni ir devēji, otri ir skopi? Потому что не верят. Tāpēc, ka netic. Потому что один верит, что Писание говорит, давайте и дастся вам, и это истина, ее невозможно обойти. Tāpēc, ka cilvēks, kurš tic, dodiet, un jums taps dots, tā ir patiesība, un viņu nevar apiet. А кто-то не верит. Bet kāds netic? Кто-то думает, что отдав, он станет беднее. Kāds domā, ka atdodot, viņš kļūst nabagāks. И вот вопрос, чьим словам поверишь ты? Un jautājums, kura vārdiem noticēsi tu? Это в любой сфере жизни, в семье. Tas ir jebkurā dzīves sfērā. Ģimenē, Любили, mīlēja, жили, dzīvoja, разлюбили, pārstāja mīlēt, разбежались. aizskrēja katrs savu pusi. Кончилась любовь, завяли, что там, помидоры, да? Beidzās mīlestība, novīta, kas tur tomāti, ja? А что говорит Писание? Bet ko raksti saka? А Писание говорит, любовь никогда не перестает. Bet raksti saka, mīlestība nekad nebeidzās. И вопрос, чьим словам ты сегодня поверишь? Un jautājums, kura vārdiem tu noticēsi? Словам врага? Ienaidnieka vārdiem, Своим чувствам, которые изменчивы? savām sajūtām, kuras ir mainīgas, Своим ощущениям, которые изменчивы? savām sajūtām, kas ir mainīgas, Или Божьему Слову, которое непоколебимо и никогда не ошибается? vai nu Dieva vārdām, kurš ir negrozams un nekad nemainās. Друзья, самая большая битва современности – это разум человека. Pats lielākais kaujas lauks mūsdienās ir cilvēka prāts. И моя задача, как священника, Un mans uzdevums kā mācītājam направить Божий народ virzīt Dieva tautu, на послушание Его Слову. lai būtu paklausība viņa vārdam. Отвратить Божий народ от всякой лжи. Novērst Dieva tautu no jebkādiem meliem. Какая бы красивая она ни была, и в какую бы красивую обертку дьявол ее не завернул. Vienalga, cik skaista viņa būtu un kādas skaistas papīrā velns viņu būtu aptinis. Ложь не перестает быть ложью, если она завернута в красивую обертку. Meli nepārstāj būt meli, ja arī ietīti skaistā papīrā. Это все равно смертоносный яд. Vienalga, tā ir nāvējošā inde. И вот, друзья, Божья воля, мы говорили тоже об этом, что Божья воля есть освящение наше. Un, redziet, draugi, mēs runājam par to, ka Dieva griba ir mūsu svētošana. Потому что сегодня враг через давление современного мира Tāpēc, ka ienaidnieks caur spiedienu šajā pasaulē пытается обесценить учение Иисуса, mēģina padarīt bezvērtīgu Jēzus mācību, имя Иисуса, Jēzus vārdu, Божье Слово, Dieva vārdu. все, что связано со святостью. Viss, kas saistīts ar Это svētošanu. так не модно. Tas ir tik nemoderni. Так не модно сегодня быть даятелем. Tik nemoderni būt devējam. Сегодня модно быть жадным в современном мире. Šobrīd ir modē būt skopam.
Сегодня не модно поднимать человека. Šodien nav moderni piecelt cilvēku. Намного более модно идти по головам, достигая каких-то своих личных амбициозных целей. Daudz modernāk iet pāri visām galvām, lai sasniegtu kaut kādus ambiciozus savus mērķus. Сегодня не модно поднимать людей, Šodien nav moderni pacelt а cilvēkus, модно использовать их и потом выбрасывать как ненужный балласт из своей жизни. bet moderni izmantot to cilvēku un pēc tam kā nelietderīgu izmest ārā. Но вопрос, друзья, чьим словам поверим мы сегодня? Jautājums, draugi, kāda vārdiem mēs šodien noticēsim? Из-за греха, из-за безумия современного мира планка Божьей святости не опускается. Grēka dēļ mūsdienīgā pasaulē Dieva svētuma līmenis nenomainās un nesamazinās. Бог все еще желает, Dievs joprojām vēlas, чтобы мы освящались, lai mēs svētojam sevi, и чтобы наш духовный внутренний человек, он укреплялся. lai mūsu iekšējais cilvēks stiprinātos, Чтобы наш разум преображался в соответствии с Божьим Словом. lai mūsu prāts pārveidojās saskaņā ar Dieva gribu, И чтобы наши души все более и более lai mūsu dvēseles vairāk un vairāk соединялись с нашим духом, который совершенно перфектный, savienotos ar Dieva garu, kas ir pilnīgs, perfekts, спасенный и izglābts праведный. un taisns, Чтобы наша душа подтягивалась. lai mūsu dvēsele pievelkās. Для этого нужно прилагать усилия. Tam ir jāpieliek pūles. Бог избрал нас и поставил. Dievs mūs izredzēja un nolika. Написано в Иоанна 15:16. Jāņa 15:16 rakstīts. И Он уже все совершил. Un viņš visu jau ir И piepildījis. наша часть, Un mūsu daļa, написано, чтобы мы шли и приносили плод. lai mēs ejam un nesam augļus. Именно наша ответственность идти, Mūsu atbildība iet, и наша ответственность приносить плод. un mūsu atbildība nest augļus. Оказывается, приносить плод – это не Божья часть, а наша. Izrādās, ka nest augļus tā nav Dieva daļa, tā ir mūsu daļa. И плоды в нашей жизни Un augļi mūsu dzīvē, – это показатель нашего смирения и нашего послушания Богу. tas ir rādītājs mūsu paklausībai un pazemībai Dievam. Сегодня существуют две такие, знаете, крайности. Šodien ir divas galības. Одна крайность, когда человек просто живет по плоти. Viena galība, kad cilvēks vienkārši dzīvo pēc miesas. Он ничего не делает для Царства Божьего. Viņš neko nedara pēc Dieva valstībai. Он наслаждается жизнью. Viņš bauda dzīvi. Он живет в свое удовольствие. Viņš dzīvo savam labumam. Несмотря на то, что, возможно, он посещает церковь. Neskatoties uz to, ka iespējami viņš apmeklē draudzi, Это плотская жизнь. tā ir miesīga dzīve. Плотская жизнь, она всегда противится истине. Miesīga dzīve vienmēr pretojas Это не patiesībai. значит, что человек плохой. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir slikts. Нет, это значит, что человек ведом своей плотью. Tas nozīmē vienkārši, ka cilvēks vadās pēc savas miesas. Он ведом не духом, Viņš nav vadāms ar не garu, Божьим словом, ne ar Dieva не vārdu, Божьей воле, ne ar Dieva gribu, а какими-то своими ощущениями. bet caur savām sajūtām. Это жизнь по izjūtām. плоти. Tā ir dzīve pēc miesas. И есть другая крайность, Un ir cita когда galība, человек очень активный, kad ļoti aktīvs cilvēks, когда он, как ему кажется, много делает для Божьего Царства, kad viņš pēc viņa domām dara ļoti daudz Dieva valstībai, но совершенно пренебрегает вот этой внутренней работой над своей душой. bet pilnīgi ignorē darbu uz savu dvēseli. Такой человек, он часто, знаете, прикрывается внешней деятельностью, Tāds cilvēks tā kā apsedz sevi ar ārējo darbību. он, знаете, он всегда занят, Viņš vienmēr aizņemts, у него много идей. viņam daudz idejas. Я сейчас не о разных типах личности. Es nerunāju tagad par dažādām personībām. Есть люди, которые генерируют идеи, а есть люди, которые воплощают идеи. Я сейчас не об этом. Ir cilvēki, kuri tā kā ģenerē idejas, citi piepilda, bet es nerunāju tagad par to. Я о том, что иногда человек вот за этой внешней деятельностью, он прячется. Es par to, ka aiz šitās ārējās darbības cilvēks Он slēpjas. прячет свое какое-то вот это внутреннее неустройство. Viņš slēp savu iekšējo nesakārtotību. И это, некая попытка,
Ну, как-то, я не знаю, выслужиться перед Богом. Un tas ir tā kā mēģinājums izkalpināties Dievu priekšā. Я так много делаю для Бога. Es tik daudz daru priekš Dieva. Я и там, и там, и там, и там, я везде. Es esmu tur un visur. Но, друзья, в таких ситуациях это чаще всего лозунги. Bet, draugi, tādās situācijās visvairāk un visbiežāk tie ir lozungi. А лозунги не работают. Bet lozungi nedarbojas. Как бы мы с вами ни провозглашали, Kā lai mēs ar jums nepasludinātu? Иисус Господь, Jēzus kungs. как бы мы с вами не возлагали руки на больных и не говорили, будь исцелен, Kā lai mēs neuzliktu rokas uz slimajiem un neteiktu, esi dziedināts? если это лозунг, Ja tas ir lozungs, он не работает. tas nestrādās. Это должно быть частью моей жизни, друзья. Tai ir jābūt manas dzīves daļai. Я должен быть внутренне смирен и послушен Господу. Man ir jābūt iekšēji samierinātam ar Dievu un paklausīgam Viņam. И тогда сила, которая уже есть во мне, Un tad spēks, kas jau ir manī, Иисус уже дал своей церкви, то есть каждому из нас, свою силу и помазание. Jēzus jau ir devis savai draudzē un katram no mums savu svaidījumu. Тогда эта сила, она работает. Tad tas spēks strādā. И как же определить? Un kā lai nosaka? Вот как критически на себя посмотреть? Kā kritiski uz sevi paskatīties? В моей жизни это лозунг Manā dzīvē tas ir lozungs или реальная реализация Божьей воли? vai reāla realizēšana Dieva gribai. Есть единственный способ, Viens vienīgs veids, о котором сказал Иисус, и другого не существует. par kuru runāja Jēzus un cita nav. Он сказал, плоды. Viņš teica augļi. Все, Viss. плоды. Augļi. Если в жизни человека есть плоды, Ja cilvēka dzīvē ir augļi, реальные плоды, reāli augļi, которые можно пощупать, потрогать, увидеть, kurus var redzēt, aptaustīt un aizskart, не абстрактные плоды. ne abstrakti Reāli. augļi, reāli. Если муж и жена Ja vīrs un sieva любят друг друга, mīl viens otru, занимаются любовью, nodarbojās ar mīlestību, у них будет плод. viņiem būs auglis. Не абстрактный, Ne abstrakts, реальный. reāls. Вот сидит плод, Rekus sēž auglis. наш сын. Mūsu dēls. Понимаете, он не абстрактный, он очень реальный. Saprotiet, viņš nav abstrakts, viņš ir ļoti reāls. Понимаете, это плод нашей с Анной любви. Tas ir mūsu mīlestības auglis ar Annu. И у нас таких плодов по Латвии много. Un mums tādi augļi pa Latviju ļoti daudz. Целых 4. Veseli 4. Друзья, я о чем? Draugi, es par Плоды, ko? они реальны. Augļi ir reāli. А когда у человека лозунги, Bet, kad cilvēkam ir lozungi, тогда абстракции много, tad abstrakcijas ļoti daudz, слов много, vārdu daudz, а реальных плодов bet нет. reālu augļu nav. Или их очень мало. Vai nu viņi ļoti maz. Но вы когда-нибудь задумывались, что такое плод? Jūs kādreiz esat padomājuši par to, kas ir auglis? Вопрос. Jautājums. Зачем плод? Priekš kam auglis? Чтобы на него смотреть? Lai viņu paskatītos? Нет. Nē. Плод затем, чтобы его вкушать. Auglis priekš tām, lai viņu baudītu. То есть плоды, друзья, вкушают. Draugi, augļus bauda. И вот у меня вопрос каждому из нас, к себе в том числе. Un man ir jautājums katram no mums un pašam priekš sevis. Каковы мои плоды? Kādi ir mani augļi? Их люди вкушают. Cilvēki viņus bauda, И когда человек вкушает мой плод, un kad cilvēks bauda manu augli, это мое служение, tā ir mana kalpošana, моя вера, mana ticība, мое хождение перед Богом, mana staigāšana Dievu priekšā, мое исполнение Его воли. mana piepildīšana, viņa gribas piepildīšana. И вот когда люди вкушают мой плод, Un kad cilvēki to bauda manu augli, что при этом мой плод вызывает у человека? Kādu reakciju cilvēkā parādās, kad viņš bauda manu augli? Человек морщится от того, что плод кислый или горький, Cilvēks saviebjās no tā, ka viņš ir skāps vai rūgts, или человек наслаждается от вкушения этого плода. vai nu cilvēks izbauda, kad bauda to augli.
Это хороший вопрос, который стоит задать себе. Tas ir labs jautājums, kuru jāuzdod sev. Каковы мои реальные плоды в жизни? Kādi ir reāli augļi manā dzīvē? И какова реакция людей, когда они мой плод вкушают? Un kāda ir cilvēku reakcija, kad bauda viņi manu augli? А кто первый вкушает плод? Kas pirmais bauda šo augli? Кто люди, которые более всего вкушают наши плоды? Kas ir cilvēki, kuri visvairāk izbauda mūsu augļus? Это не подписчики в Инстаграм Tie nav Instagram rakstīti, tie, kas pierakstās tavā Instagramā или в ТикТоке. vai TikTokā. И это даже не люди, с которыми мы ходим в церковь, работаем. Un tie pat nav cilvēki, ar kuriem mēs ejam uz draudzi un strādājam kopā. Первые, кто вкушают мой плод, это мои близкие. Pirmais, kas izbauda manus augļus, tie ir mani tuvinieki. Моя жена, Mana sieva, мои дети, если mani живут со мной. bērni, ja dzīvo ar mani. То есть это люди, с которыми я более всего времени вместе. Tie ir cilvēki, ar kuriem es visvairāk pavadu laiku kopā. И это самые, как бы вам сказать, яркие дегустаторы Un tie ir paši spilgtākie degustātori вашего плода. jūsu auglim. Ваши подписчики могут наслаждаться вашими фотками и, может быть, изречениями и цитатами из Библии. Jūsu sekotāji internetā var tā kā priecāties par to, ko jūs tur rakstat, un bildes, ko skatās. Даже церковь может наслаждаться моей проповедью, игрой на инструментах, пением и какой-то моей деятельностью. Pat draudze var baudīt ar manu sprediķi vai slavēšanu vai vēl kaut kādu instrumentu, ko spēlē. Но самое главное, что испытывает моя жена от моих плодов? Bet pats svarīgākais, ko izbauda mana sieva no maniem augļiem? Она вообще счастлива или нет? Viņa vispār laimīga vai nē? Друзья, лозунги не работают. Draugi, lozungi nestrādā. Реальные плоды – вот что определяет наше реальное хождение перед Богом. Reāli augļi. Наши жены, Reāli augļi. Tas nosaka mūsu staigāšanu Dievu priekšā. наши жены, наши дети, Mūsu sievas, mūsu bērni, наши близкие, mūsu tuvinieki. они стонут в нашем присутствии или улыбаются в нашем присутствии. Viņi vai manā mūsu klātbūtnē, vai smaida mūsu klātbūtnē. Они ждут, когда мы придем домой, или наоборот, ховайтесь все, папа пришел, прячьтесь все. Viņi gaida mūs mājās, vai nu ar kliedzieniem slēpjas pa visu māju. Друзья, какая реакция? Draugi, kāda reakcija? Дети бегут нас встречать, когда мы приходим домой. Bērni skrien mūs sagaidīt, kad mēs nākam mājās. Или они убегают, когда мы приходим домой. Vai nu viņi aizmūg, kad mēs nākam mājās. Реальные плоды. Reāli augļi. Вот что самое важное. Tas ir pats svarīgākais. Когда, друзья, мы имеем реальные плоды, Draugi, kad mums ir reāli augļi, а это возможно только через глубокую внутреннюю работу. un, draugi, tas ir iespējams tikai caur dziļu darbu sevī. Потому что я всегда говорил Tāpēc, ka es vienmēr esmu teicis родителям, а в особенности отцам, vecākiem, it sevišķi tēviem, лучшее, что вы можете сделать для своих детей, labākais, ko jūs varat darīt priekš saviem bērniem, это любить их мать, mīlēt viņa māti, любить свою жену. mīlēt savu sievu. Это лучшее, что вы можете показать своим детям. Tas ir labākais, ko jūs varat parādīt saviem bērniem. Потому что дети будут делать не то, что мы им говорим, Tāpēc, ka bērni nedarīs to, ko mēs viņiem sakam, а они будут делать то, что они видят в bet наших viņi darīs отношениях. to, ko viņi redz mūsu attiecībās. Это принесет плоды. Tas atnesīs augļus. И плоды эти могут быть либо вкусными, наслаждающими, либо противными. Un augļi var būt tādi, kurus var baudīt, vai nu pretīgi.